Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студию Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. В целях проведения фестиваля коллекционных автомобилей на площади 800-летия Москвы и обеспечения его на должном уровне, а также в поддержку инициатив гражданского общества в рамках объявленных 2022-2026 годов годами развития промышленности, подписано постановление мэра города Душанбе о проведении фестиваля коллекционных автомобилей «Авторетро Душанбе». На основании настоящего решения общество с ограниченной ответственностью, телерадиокомпания «Азия Плюс» и клубу любителей редких автомобилей и мотоциклов Таджикистана «Авторетро Эксклюзив» разрешено организовать проведение фестиваля «Авторетро Душанбе» 29 августа 2025 года с 16:00 до 22:00 на площади 800-летия Москвы у здания Государственного академического театра оперы и балета имени Садридинайни. Заместителю мэра города Душанбе, куратору отрасли, соответствующим подразделениям администрации мэрии города Душанбе и председателю района Шоу Мансур поручено принять необходимые меры для проведения фестиваля на высоком организационном уровне. В Душанбе прошла августовая конференция работников сферы образования, посвященная вопросам цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в учебный процесс. Мероприятие собрало ведущих специалистов, руководителей образовательных учреждений и представителей власти, которые обсудили актуальные задачи и достижения в сфере образования столицы. Внимание было уделено не только инновациям, но и повышению зарплат педагогов, что стало важным шагом в поддержке учителей и воспитателей. Августовская конференция сотрудников сферы образования города Душанбе под названием «Цифровизация и искусственный интеллект. От понятия до практики в образовании столицы» началась с посещения входа среднего общеобразовательного учреждения при управлении образования города Душанбе, где были представлены достижения учителей и учеников столицы в области развития искусственного интеллекта. В зале школы собрались высокопоставленные гости, включая руководство Министерства образования и науки Республики Таджикистан, заместителя председателя города Душанбе Дильбар Одильзода, а также начальника управления образования столицы, сотрудников Министерства образования и науки, аппарата председателя города Душанбе, руководителей структур исполнительного органа государственной власти столицы, заместителей председателя районов города, сотрудников государственного унитарного предприятия «Умный город», исполнительного органа государственной власти столицы и ветеранов сферы образования. Министр образования и науки Рахим Саидзода поздравил присутствующих с началом нового учебного года и 34-й годовщины независимости Республики Таджикистан. Он подчеркнул важность активного участия учителей в воспитании подрастающего поколения с чувством ответственности и патриотизма. Одной из ключевых тем конференции стало обсуждение повышения заработной платы работников образовательных учреждений. Согласно указаниям правительства Республики Таджикистан, с 1 июля 2024 года зарплата педагогов увеличилась на 40%, а с 1 сентября 2025 года еще на 30%. Этот шаг свидетельствует о постоянной заботе высшего руководства страны о развитии сферы образования. Заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одильзода отметила, что развитие образования является приоритетом государственной политики. Исполнительный орган государственной власти города Душанбе постоянно принимает конкретные меры для укрепления материально-технической базы образовательных учреждений столицы, повышения уровня и качества образования и улучшения условий работы и обучения. Затем по повестке конференции выступил Бахрум Исмаил Зода, который отметил, что в рамках плана мероприятий по празднованию 35-й годовщины независимости Республики Таджикистан запланировано строительство и реконструкция 26 дошкольных образовательных учреждений на 4700 мест и 23 общеобразовательных учреждений на 20 240 учеников. И до начала учебного года 2025-2026 будет введено в эксплуатацию 11 дошкольных учреждений на 2630 мест и 5 учебных заведений на 4744 учеников в одну смену. В завершении конференции были вручены почетные грамоты и благодарственные письма ветеранам и учителям за их многолетнюю службу и вклад в образование подрастающего поколения. Подготовка к новому учебному году идет во всех направлениях. Наряду с этим во многих местах организованы ярмарки по продаже школьной формы. В следующем сюжете подробности о том, как проходит этот процесс.
Сегодня на рынках и производственных предприятиях страны проходит ярмарка школьной формы и принадлежностей. Наша творческая группа посетила открытие акционерного общества Гулистони Душанбе, чтобы ознакомиться с процессом производства. По информации руководства, в целях исполнения поручения главы государства и в рамках реализации 4-й стратегической цели ускоренной индустриализации страны на предприятии по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе было установлено современное оборудование. После реконструкции здесь опущены 3 новые технологические линии, где выпускаются школьные брюки, костюмы для мальчиков и девочек, а также рубашки. Впервые в истории предприятия освоено производство мужских и женских брюк и костюмов с применением технологий ведущих мировых компаний. Сегодня Гулистони Душанбе способен выпускать до 2 миллионов единиц продукции в год, рабочую одежду летнего и зимнего ассортимента, школьную форму, спортивные костюмы, рубашки, пижамы и другие изделия, всего около 250 наименований. При необходимости объемы производства могут быть увеличены. Особо отмечается высокий спрос на школьную форму. Руководство предприятия предпринимает все меры, чтобы обеспечить население качественной продукцией. Стоимость брюк и костюмов составляет от 270 до 320 сомони и соответствует современным стандартам. В Республике Таджикистан внимание к культуре и искусству, а также их развитию стало больше. Поэтому регулярно организуются и проводятся различные мероприятия в этой сфере, среди которых коллективные просмотры концертных программ и театральных постановок. Более подробный обзор этой темы будет представлен в следующем репортаже программы. В зале Государственного академического театра оперы и балета имени Садреддина Айни по поручению руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан состоялась концертная программа Государственного симфонического оркестра Таджикистана под названием «Файзи Пейшво». Этот оркестр был создан по инициативе и при непосредственной поддержке лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и сегодня является важным культурным учреждением, олицетворяющим профессиональное искусство таджикского народа. В церемонии открытия концертной программы приняли участие руководство Министерства культуры Республики Таджикистан, сотрудники исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие ответственные лица министерств и ведомств. Отмечалось, что благодаря непосредственной поддержке президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с целью представления мировому сообществу лучших произведений таджикских композиторов был создан этот авторитетный национальный художественный коллектив Государственный симфонический оркестр при исполнительном аппарате президента Республики Таджикистан. За последние годы оркестр успешно развивает свою деятельность, активно привлекая большое число талантливой молодежи. Предполагается, что данный коллектив станет одним из прославленных ансамблей музыкального искусства Таджикистана и займет прочное место на мировой сцене. Государственное учреждение Государственный симфонический оркестр исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан является достижением эпохи независимости Республики Таджикистан и было создано указом президента Республики Таджикистан от 8 августа 2016 года. В состав Государственного симфонического оркестра вошли профессиональные музыканты, выпускники Национальной консерватории Таджикистана имени Талапхуджи Саторова, Государственного института культуры и искусства Таджикистана имени Мирзо Турсунзаде, а также колледжи и специализированных музыкальных школ республики, отобранные на конкурсной основе. Сегодня Государственный симфонический оркестр исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, как мощный институт профессионального музыкального искусства страны с богатым и разнообразным репертуаром, продолжает свою деятельность, стремясь обогатить ее произведениями таджикских и зарубежных композиторов с глубоким содержанием и высоким художественным уровнем. Следует отметить, что руководство оркестра прилагает усилия для участия в различных конкурсах и фестивалях, а также для расширения сотрудничества с организаторами международных культурных мероприятий и создателями мирового кинематографа.
Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу моими коллегами. Оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.